Пока было тепло, вот такой вот на палке шуги не было. А теперь вон, вот она, все в шуге. Охренеть! Чем дальше, тем больше. О! Еле аж вытаскиваю. Зашибись, еще и сломалась. Так. До дна шуга. Тут рыбе-то пройти никак. Опа, нет, что-то есть. Что-то там тяжелое. Это налим стопудово. Опа. Друзья, всем привет! 29 ноября на календаре. И у нас наконец-то запахло зимой. У нас сегодня не плюс, не -1, -2, как обычно, а целых 11 градусов ниже нуля. Это здорово, это здорово. Но несмотря на первые морозы, река не меняется. Как была вчера, так и есть. Даже забереги толком не прибавились. Вот такая вот огромная полыня. От берега до берега все открытое. Ну, это уже хорошо. Это минус, уже хорошо. Хоть дает надежду, что те пласты, которые склеились, на которых мы, рискуя сейчас, ловим рыбу, поставили палки, ну, уже не тронутся, уже не пойдут. Так что дай бог, чтобы хотя бы недельку продержались вот эти морозы. И я так думаю, в основном река встанет. Конечно, эти полыни будут затягиваться очень и очень долго еще, за всю долгую зиму. Наверное, дай бог, к Новому году затянутся, если морозы будут. Нет, так и будут они. Вот так вот коряво в этом году стала река. Корявый ледостав, можно так сказать. Вот. Ну а что? Вчера мы все-таки по темноте добавили на новом месте, на новом глубоком, там глубина реально больше 3 метров даже, новые палки. И именно с них мы сейчас и начнем нашу проверочку. Пробовал вчера вечером половить ерша, ни одной поклевки. Оставил 2 удочки, не думая, что такой мороз, потому что -5 было, думаю, сильно не замерзнут. Так что, наверное, все замерзло. Попробуем половить ершей. Если ерш ловиться не будет, значит, завтра делаем выходной по проверке. Завтра едем за живцами. Или же едем за живцами и на ночь глядя приезжаем сюда. Вот такие вот планы у нас. Ну, а пока самые приятные. Что самое классное сегодня? Мало того, что морозец, полный штиль. Так что нормально должно быть. Главное, чтобы ветер не поднялся. Главное, чтобы снега не было. Морозы — это здорово. Погнали на проверку. Решил начать проверку с нового места. Но так как живцы у нас на первом месте, не будем бегать туда-сюда. А сначала проверим это место. Потом уже потопаем на новое глубокое место. Вон, как мы видим, ничего не изменилось, все так же открыто. Единственное то, что вот эта полыня, сейчас мы ближе к ней подойдем и видим, стала меньше размерами. Так, ну что, делаем прогнозы. Я сегодня скажу, что черви должны сработать, я так думаю, планирую. Возможно, попадутся хорюски, возможно, ну, сиг навряд ли, у сига рот маленький. Но я здесь штук 5, я так думаю, мы сегодня должны поймать. И пару налимов крупных. Посмотрим, сбудутся ли наши прогнозы. Все. Это последние живцы у нас. Больше нет. Придется искать. Так. Плотвичка у нас живая. Никто ее не взял. Червяк на месте целый. И малек целый. Вот тенате.
Вот те, нате. Здрасте, до свидания. На выбор малек, червь, плотва и все целое. Где рыба-то, а? Вот это не радует, конечно. Но, как бы, учитывая то, что вчера с первой палки пришла удача, потом было все пусто, не считая одного язя, то будем надеяться, что сегодня первая палка была пустая, остальное будет все хорошо. Ну, посмотрим, что получится, то получится. Учитывая минусовую температуру и то, что лед замерз, ну, сколько он замерз? Сантиметра 4, наверное. Каждую лунку надо отдалбливать. Будем проверять по 3 палочки. 3 палки проверили, пошли дальше. 3 палки проверили, насадили, пошли дальше. Так. Первая тройка игроков в студию. Тыньк. Лягушка. Никого. Крючок на всякий случай возьмем. Ну, как я наживляю, думаю, мало кому интересно. В основном малька я наживляю аккуратно под плавником, чтобы не задеть позвоночник. Никого. Вон, плотва живая. Нету рыбы. Или не хочет есть. Я не знаю. Но почему-то я думал, ладно, мальков не хотят есть, но черви-то сработают. Черви тоже не сработали. Пока пусто. Проверяем дальше. Вода немножко прибыла, судя по тому, что когда отдалбливаешь, палка немного уходит вниз. Получается, сейчас примерзшая палка висит. Здесь никого. Буквально пару сантиметров. Ну, 3 максимум. Но пока прибывает. Это, несмотря на мороз, сейчас она так и будет прибывать, пока полностью лед не встанет. Пусто. Это не из-за того, что рыбы нету. Скорее всего, рыба не ловится. Или что-то с давлением, или что-то с погодой. Но бывает и такое. Потому что если уже червяка рыба не трогает, все черви целые. Вон, плотва целая. Ну, здесь покоцали червячка, да. И тут покоцали. Это, возможно, ерши. А так даже местами черви целые были. Пока и здесь пусто. Да, я думал, проверка будет интереснее. Думал, черви будут работать. Ни хрена. Ни черви, ни караси, ни плотва, ни мальки, ничего не работает. Почему-то рыба не хочет кушать. Вроде и похолодало уже. Говорят, морозы налим активный. Хрена 2. Никакой активности. Ну, не может быть такого, чтобы мы впустую проверили. Так что, если вы смотрите этот ролик, значит, что-то да поймали. Потому что пустую проверку я, конечно же, показывать не буду. Ну вот, пришли к той палке, которая нам вчера подарила Налима. Что сегодня
А сегодня у нас тоже что-то есть, кстати. Тоже что-то, кстати, есть. Идет, 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 идет на последнем крючке. Вот он. Янцикадан. Так, плотва, иди гуляй. Ну вот. Возле самого берега. Получается, налим что, пасется возле берегов, в кустах, что ли? Но этот не 3 килограмма, но полкилошка есть. Железно. Черный весь. Озерный налим. Не помню, на червя наживлял, но попал на самый маленький крючок. Возможно, и на червя. Он какой брюхатый. С икрой или с молокой, не знаю, но он брюхо, он какой беременный. Черный беременный налим. Ну, начало есть, Янцикадан. И сработала опять же первая палка возле берега. Продолжаем проверку. Кто-то, может быть, смотрит и сравнивает меня с Костей с Енисея. Думает, наверное, ну вот, коми рыбак ни хрена рыбу ловить не умеет. Река реке разница. Некоторые пишут в комментариях, и такого у них нет. Налима таких размеров максимум полкилошки, и больше налим не вырастает. В каждой реке свои налимы. И у нас вот так ловится. У нас, считай, это верхнее течение. Руслан Шемякин вот в среднем течении рыбу ловит налима. Ну там река пошире, поглубже. Встала пораньше, посевернее 300 километров от нас. Или 500 километров по реке, да. Ну, тоже уловы не блещут. Вот поймал он одного налима-то килограмма на 4-5, наверное. Тоже ищет налима в поисках постоянно. Нет такого клёва, как на Енисее. Енисей река большая, вот и рыбы там много. Налима особенности. О, здесь у нас вроде бы кто-то дернул, нет? Нет, это течение. Постоянно с этим течением путаю. Палку берешь, течение уносит, и кажется, что налим. Также по 3 палочки проверяем. И потом уже наживляем. Пустые проверки, наверное, вам показывать не буду. Что смысл? То, что хожу, поднимаю, думаю, интересного мало. Оп, здесь что? Тоже течение. Да, тоже течение. И течение, я скажу вам, друзья, нехилое. Пока пусто. Не теряем надежды. Пару налимчиков, даю прогноз, сегодня у нас должно быть. Один маленький уже есть. Вот он на полкилошку. Поймаем и крупного. Наживляю. Вон, и живца нету. Плотву кто-то украл тут. Или плотва, или карась был. Червей потрепали. Здесь вот один червяк целый, второго потрепали. Значит, кто-то подходил. Вот один совершенно целый. Его оставляем. Червей сегодня насаживать больше не буду. Не увидел никакого смысла. А возни с ними. Ого, сколько это. Коробку достать с кармана. Достать, открыть, упаковать, чтобы не замерзло обратно. Нафиг. С мальками они намного, конечно, быстрее. Просто была надежда, что на червей что-нибудь да попадется. Но, как мы видим, никакого особого результата нету. Готова еще одна тройка игроков. Посмотрим, что она нам даст. Пока прогноз неутешительный. Вернее, статистика проверенных палок. Не пусто, но и не густо. Совсем не густо. Совсем не густо.
Вон полыня, видите, да? Хожу и вот волной отдается. Играет лед. Ну, меньше с таким морозом. Если сегодня и завтра не потеплеет, это уже закроется корочкой. Ну, давай возле полыни, может, Налим ходил. Не ходил. Хотя крючки пустые. Вон. На больших крючках у меня в основном плотва была. Кто-то посрывал. Но не попал. Так. Дальше проверяем. Надежды не теряем. Даже если и не ловится, то все равно что-нибудь да поймаем. Фантазер, ты меня называла фантазер. Ну, хоть пофантазировать. Не хочет рыба ловиться. Не знаю почему. До глухозимия вроде бы еще рано. Оно у нас в середине декабря обычно такая петрушка. Оп, здесь что-то есть. Здесь что-то есть. Что она тут? Что-то идет на последнем крючке. На червячка, скорее всего. Опа, опа! Вот такой вот язина. Абразина. От Янцикадан. Ну да, на червя взял. Он на червячка попал. Вот такой вот красавелла. Вот такой вот маленький карасик тут еще. Это все оставляем пока. Ну вот. Язёк. Один налимчик, один язёк. Янцикадан не ускачет в лунку обратно. Вчера также было, только налим побольше был. Но сегодня еще не вечер. Вчера язёк тоже где-то здесь попал. Здесь, на этом ряду, на последнем крючке. Здесь пусто. Ну, уже неплохо. Уже веселее, Янцикадан. Текс. Так, ну что, если нам поговорочка помогла, повторяю, нам не трудно. Смотрим, проверяем. Надежды не теряем. Здесь пусто. А нет, вон маленький налимчик. Пусть будет вместо живца. На трофейного. Запомнили, да? 4-я палка с краю. Будем ждать крупного налима тут. На 4-й палке. Так. Здесь никого. О, палка упала. Это, скорее всего, течением унесло. Это что? Это что-то есть. Что-то есть. Язёк, походу, резко дергает. Вот он, да. От Янцикадан. Второй. Язёвое место здесь. Вчера здесь язь был один. И сегодня на этом месте второй язь уже. Язы-то хорошие, под килограмм. Где-то грамм по 700, 800 даже, наверное. Под килограмм. Крупный язь, хороший. Так, и на крайней палке у нас что? Что она так легла-то? Кто ее там так дернул-то? Тоже что-то есть. Ну, небольшое. Тоже, скорее всего, язь. Да, вот он.
третий. Хо-хо-хо-хо. На червя взял. И мальков кто-то покоцал. Ну вот янцикадан. Вон такие красавцы язиты, а. Как на подбор все. Вот одного цвета. Плавники выраженно ярко-красные. Вот такие вот плавнички. Сами темные какие-то. Весной мы ловили, ясь светлый был. А эти... Вон какие. Красавеллы. Красавцы. Ну, в этом сегодня получше уже. И все на этом месте. Так что, может быть, к берегу ближе еще пару палок надо добавить. Вон какие язи красавцы. Раз, два, три. 3 язя и налим. Чик. Ну, я что-то... Не полкило, больше, наверное, все-таки. Грамм 650, наверное. А язи хорошие, под килограмм почти каждый. Уже неплохо. Пол ведерочка уже будет. Так. Закончили первый участок проверять. И уже начало смеркаться. День короткий. Дорога дальняя. Пока едем. Пока то да сё. С утра выехать рано не получается. Домашние дела никто еще не отменял. Ничего страшного. Фонарик мы с собой взяли. Не забыли. Сейчас наживляем. Отпускаем. И топаем на второй глубокий участок. Посмотрим, что там. Так что еще не прощаемся. Еще надежда есть. Проверяем, надежды не теряем. Так, ну что, притопали мы на второе место глубокое. Первую троечку отдолбили, приготовили. Кидал возле берега 2 удочки на червей. Черви целые, никто даже не тронул. Снизу мормышка тяжелая, сверху нимфа. Думал, может, ёрш клюнет. Бесполезно. Ладно. Здесь тоже у меня на 3 мелких крючках, которые поменьше, были насажены червяками. Ну, как мы видим, пока тихо. Пока тихо. Но надежды не теряем. Здесь глубина вот порядком уже, и тоже течение. Не знаю, где еще этого налима искать. Я не знаю, друзья, не знаю. Нету, нигде нету. Ну, может быть, еще он и не ловится, пока промоины такие. Может быть, и по этой причине. Не знаю. Может, надо подождать пока, чтобы река вся стала. Ух ты, как зашуговало-то. Почему-то. А, сверху, наверное, полы не открыты, а вот и шугует. И здесь никого. Вон как вся палка зашугована. Это значит, идет шуга сверху. Полы не открытые, идет шуга. Ладно, может быть, на следующей тройке что-нибудь будет. Пока наживляем. Так. Что, поехали дальше. Смотрим, проверяем, надежды не теряем. Ух ты! Блин, а что они такие зашугованные-то стал? А, ударил мороз. Ударил мороз. И шуга начала замерзать в верхних полынях. Что-то закрутило, что-то было, что ли? Да нет, что-то есть. Что-то есть, друзья. Язь, наверное, язь. Дергает по-язевски. Вот так вот. О, еще что-то есть. Еще язек. Вот янцикадан. 2 язя. Один попал на червя. Вон. Один на малька. Оба 2. Вот это красавцы. Вот это янцикадан. Чуть поменьше.
Где-то полкилошки, наверное. Ну, на одном продольнике 2 яська. Янцкаден. Вот это красиво. Вот это хорошо. Вот это мне уже нравится. Полезать в общую кучу. А красота какая. Ай, красавцы, Янцкаден. Вон. Палка, да, вся в шуге. Так. И... Чё, и смотрим дальше. Пока было тепло, вот такой вот на палке шуги не было. А теперь вон. Вот она. Все в шуге. Охренеть. Чем дальше, тем больше. О. Еле аж вытаскиваю. Зашибись, еще и сломалась. Так. До дна шуга. Тут рыбе-то пройти никак. Опа, нет, что-то есть. Что-то там тяжелое. Это налим стопудово. Опа, есть. И второй вот еще. Вот Янцкаден. Этот где-то полторашечка примерно. А этот малыш, ну, подох уже. О, Янцкаден. Смотрим, проверяем, надежды не теряем. Куда? Я через шугон еле-еле пролез. Как они там вообще плавают в этой шуге-то, блин? О, заглотил. За один день уже подох. Что вы там буяните? Крышку выкинули, блин. Хулиганы. О, сразу заметно улов-то вырос. Отцепился, нет? Сам отцепился. Слабо сидел, получается. Вот красиво. Вот это красота уже. Полторашечка как минимум. Вот Янцкаден. Улов растет. Фу, наконец-то. Все-таки чем больше труда, тем больше рыбы. Так, ну эту палку мы будем переставлять, потому что глубины не хватило. О, тоже сколько шуги на ней. Охренеть. Вот это да, вот это да. Вот это да. Блин. И чё? Тут есть что-нибудь? Нет? Тоже что-то есть. Ай-яй-яй. А вот это надо бы убрать. Что-то дергает. Ясь, походу. Ну, через шугу пролезть не может. Блин. Еще и лунку маленькую сделал, чтобы палка не уплыла. Так, пошел. Пошел. Вот так вот. Красавчик. И там еще даже маленький налимчик есть на живца. Ну вот, Янцкаден. Пошел процесс. Еще один плюс язёк. Вот так от шуги. Вот так вот от шуги. Шуга с песком все идет. Там вот ко льду намерзнет, и потом вот ледобуры-то и тупим ножи на ледобурах. Ой, красота. Ну вот, веселее стало. Куда убегаем? Ну вот, зашевелились как-то, а, Янцкаден? Ну что, поехали дальше. Смотрим, проверяем, надежды не теряем. Ох, палка. Блин, колется-то как. Так, здесь никого.
Охренеть, блин, палка. Дубина, а не палка, блин. С одной стороны, хорошо, хоть меньше мотыляет, если палка толстая, большая. Еще бы не было вот этой шуги, которая околется. Было бы вообще здорово. Так, тут что-то закружили вокруг палки было. Что-то было. Запутало все. Запутало и ушло. А что-то было. Так, ладно. Ты нам еще попадешься. Так, друзья, осталась последняя тройка, последние 3 палки. И хочу немного показать, как это примерно происходит. А то вы, наверное, думаете, все легко и быстро. Я-то показываю уже готовые лунки, чтобы не тратить время, как бы впустую не показывать. Вот. Вчера я вот здесь добавил 5 палок. Дальше туда пробивалось с одного раза. Сегодня прошелся, уже держит. Все-таки хороший минус. Лед застыл. Вон, смотрите, здесь черное пятно было промоено. Тоже не то, что пробивалось с одного раза, даже вода была видна. Вон, опа, треснула. Но сегодня уже все равно с одного раза не пробивается. Потихоньку все замерзает. Прошелся пешней. Приготовил вот 5 палочек. Сегодня еще добавлю 5 палок. Потому надо искать тропу налима, смотреть где. Хотя я уже не верю эту тропу налима. Вот, ставил под бур, под 150. Тут лед еще тонкий, а вот там, ближе к берегу, он уже в 2 раза толще, чем здесь. Вон там сантиметров уже 10-15, наверное. Вот там вот конкретно мне пришлось подолбить. Тут-то еще нормально отдалбливается. Тут он еще тонкий. А, насчет тропы налима. Ставил раньше, когда дури было еще больше. От берега до берега выставлю палки в надежде найти тропу налима. И потом, думаю, там сконцентрирую все палки. И никакого постоянства. Сегодня в одном месте налим попал, завтра в другом. Сегодня на левом берегу, завтра на правом, послезавтра на середине. Я бросил это дело. Нет такой плотности, как, скажем, на Енисее. Вот у него продолбил одну дырку, 2 черные дыру Костян, и всю зиму таскает оттуда налимов. У нас такой плотности нету. Ты можешь всю зиму проторчать возле одной дыры и, ну, поймаешь, может быть, конечно, но от случая к случаю. А вот так вот палками ты все-таки более большую территорию охватываешь, и шансов больше найти налима, поймать налима. Везде уже пробовал, и на мелких местах, участках, и на глубоких. Вот здесь и глубина, и течение, но камней не хватает. Песок здесь. Так что будем искать еще и камни, когда река встанет. Вон сколько минут ушло. Минуты 3-4, не меньше. И так вот на каждую лунку. Вот. Глубина большая, и течением колбасит. Вот прижимаю вот так вот, потому что без палки вон ее поднимает. Здесь хоть
Палка не так сильно зашуговалась. Так, ну что, последняя тройка есть, что-нибудь нет? Так, неаккуратно бросил. Если бы что-то было и сорвалось, наверное. Не. На глубине рыбы тоже нету. Вон живцы целые. Осталось 2 палки. Вон я их уже приготовил заранее. Здесь тоже, наверное, ничего нету. Положила, потому что я положила. Дубина целая, а не палка. Нету. Ну, последняя палка. Надежды не теряем, налима вынимаем. Так, ну, как вы думаете, есть, нет что-нибудь на последней палке? Вроде бы нету. Нету. Пусто, нету на глубине рыбы. Вот в одном месте, там где язи были, там вот язевое место. Ну и давайте же подведем итоги, пока камера совсем не замерзла. Если она еще снимает что-то, я не вижу. Вот. Сегодня вот такой налим. 1,5. Ну, даже ближе к 2, наверное. Поменьше, чем вчера. Ну, за вот эти 2 как раз как вчерашний 1. А, и вот эти 3 как вчерашний 1, наверное. Вон эти 3 маленькие еще. И вот. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 язей сегодня. Вот такой вот сегодняшний улов. Нормально? Я считаю, нормально. По весу по-любому будет больше, чем вчера. Язь, ребра язя на жарку, мякоть на котлеты, потому что соленый язь у меня с осени есть, подсоленный еще, солить его не будем. А вот эта вкусняшка на уху и на жареху. Так что все, что не делается, все к лучшему. Рыбалка, она без труда, как говорится, не получается. Трудимся, ну и ловим. Это, как говорится, большой труд, но это работа в удовольствие. Вот. Завтра, не знаю, завтра сделаем, наверное, выходной. Послезавтра съездим, поймаем живцов. И дня через 2 приедем сюда с проверочкой. Думаю, за пару дней ничего рыбы не будет. На сегодня все. Всем спасибо за внимание. Всем пока. До новых встреч на канале Коми Рыбак. Не забываем